Здорово всем, с вами Супермен, и сегодня я сделаю обзор на страничку такого человека, как Виет Про. Виет Про это просто охуенный чувак, у него на стене много всякого срача, он пишет вообще непонятно кто, всякие чуваки, блядь. Я, честно говоря, просто в шоке, даже мне столько людей не пишут, хотя это не удивительно, ведь я закрыл стену. В общем-то, он вступил в 333 группы. Я даже не представляю, как он просматривает там новости. Я даже в 20 группах теряюсь. И мне хватает всего этого. Видимо, он реально алтфак. На его аватарках мы можем видеть всяких сочных телочек. Блять, я даже не знаю. Виет попал в кадр, нихуя себе. Но он просто классный чувак, видимо. Он слоупок на аватарке. Так что, в общем-то, я даже не знаю, что еще интересного у него есть на странице. Ну, пишет какой-то Алексей Казанцов. Пишет вернуть Чачу. Блять, я, в общем, даже не знаю, в чем здесь суть. Я теряюсь в его стене. Ничего не понимаю. Но я вижу, что у него 1000 подписчиков. Добавляйтесь к нему в друзья. Возможно, вы станете 1001 подписчиком. Вас будут уважать, вам начнут давать телочки. Вы станете очень богаты и высоко уважаемым человеком. Насчет того, как мы познакомились с Виет Про, это была очень странная ситуация. Я прогуливался по вот этому району, как раз под дождем, и Виет Про подошел ко мне и сказал: «Эй, чувак, хочешь сделаю сосай за дозу Герыча?» Я сказал: «Блядь, чувак, да чё с тобой такое? Ты же вроде нормальный человек. Зачем тебе колоться? Зачем тебе делать сосай за дозу? Давай я отведу тебя в реабилитационную клинику для наркоманов, и все с тобой станет хорошо. У тебя хорошо сложится жизнь, ты найдешь семью, найдешь любовь, все будет охуенно. Я буду твоим лучшим другом». И знаете, если честно, он согласился не так, как все эти бомжи-наркоманы, которые говорят: «Нет, пошел нахуй!» Нет, он по правде согласился, он пошел со мной в клинику, он пробыл там 3 года, и, в общем-то, после этого он стал довольно нормальным человеком. Хоть он, блядь, я не знаю, хоть он и хуесос и не всех добавляет в друзья, но все-таки я до сих пор помню тот самый момент, когда мы здесь встретились. В общем-то, не знаю, зачем я даже сфоткал эту фотографию и прислал ему. Наверное, чтобы его замучила ностальгия по этим хорошим временам, по тем временам, когда я изменил ему жизнь. Ну и, в общем-то, я надеюсь, он мне благодарен за то, что я изменил его жизнь, за то, что я теперь его лучший друг, за то, что мы общаемся с ним, и он теперь не просто долбоеб, а нормальный человек. Поэтому пишите ему, добавляйте его в друзья, и все будет охуенно. С вами был Супермен, до скорых встреч.